Документальная повесть «Джол». Летопись похода шамана-воина. Автор Егоров Виктор Алексеевич. Аннотация. С 25 июля 2019 года я шел вместе с шаманом Александром Габышевым по федеральной автостраде между Читой и Иркутском. За моими плечами 600 километров совместного пути. Видел своими глазами, как перед рассветом 19 сентября его арестовала группа захвата. Прилетал в Якутск, чтобы участвовать в пикетах и помочь провести митинг в его защиту. Это повесть о том, как изменилось мое мировоззрение после общения с легендарным человеком, о котором год назад в России мало кто знал. Если у вас начинается дрожь при каждой несправедливости, то вы мой товарищ. Эрнесто Че Гевара. Глава 1. Герои сказок в детстве меня не увлекали. Я не находил среди них знакомых в жизни персонажей. Кто такая Красная Шапочка? Я никогда не видел в лесу девочек в красной шапочке с корзинкой полной пирожков. А Лиса Патрикеевна кто? В каком доме на нашей улице она живет? Оловянного солдатика невозможно поставить на бумажный кораблик. У меня не было в детстве оловянного, я выстругал из щепки деревянного. Но даже этот наотрез отказался стоять вертикально в лодочке, что я для него свернул из листка бумажного альбома. Падал и лежал на палубе, трусливо уткнувшись в борт штыком из спички. Когда я вытащил промокший корабль из ручья и бросил солдата в воду, он прекрасно поплыл, без всякой лодочки, развеяв сказочное очарование романтической стойкости во время бурь и страшных испытаний. Деревянные герои непотопляемы, в отличие от оловянных и стальных. Сказки не надо читать, их надо слушать. Наверное, поэтому мы не читаем программы партий и кандидатов в депутаты, но обожаем слушать сказочные обещания, в которые верим не умом, а ухом. Мне некому было в детстве рассказывать о лукоморье. Няню Арину Родионовну судьба послала на 2 века раньше, и не мне. Мой старший брат Вадим впервые уехал из дома на студенческую практику в Великий Устюг. Я вытащил с этажерки одну из его книжек «Сказки Гофмана». Мне было 10 лет, я болел гриппом. Полвека назад любая болезнь с кашлем, чиханием, насморком и высокой температурой называли гриппом. До сих пор с фамилией Гофман у меня возникает устойчивая ассоциация с головной болью, усталостью, мучительными снами и состоянием бреда. Когда мне стало легче, и я начал выздоравливать, вытащил с этажерки вторую книгу «Сказки Салтыкова-Щедрина». Открыл, а там премудрые пескари и мужик, кормящий кучу генералов. Мне хотелось на улицу, на реку, к солнцу, к ребятам. Я чувствовал радость и силу в организме. А в книге мрак, тина, дно и дураки. Захлопнув книжку, я убежал на улицу. Александра Сергеевича Пушкина и Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина я полюбил гораздо позже. Полюбил умом и сердцем, как родных и близких мне людей, но не за царя Гвидона и генерала с Пискарем. Богатыри, соловьи-разбойники, Иванушка-дурачок, Кощей Бессмертный. Ни в один образ я в детстве не поверил и никому из сказочных героев не сопереживал. Ни большого, ни малого театра в поселке, где я рос, не было. Щелкунчика, как и спящую красавицу, на сцене клуба я посмотреть не мог. Телевизора в поселке еще не завезли и антенну среди леса не воздвигли. А раз в 3 дня показывали какие-то скучные фильмы о взрослых или бродягу с господином 420, где Радж Капур пел так грустно, что я засыпал в битком набитом зале. Но если на экране появлялись мушкетеры, Фан-Фан-Тюльпан или вождь Апачей, мои глаза горели ярче лучей кинопроектора. Человек со шпагой, винчестером и томагавком – вот в кого я верил, кому завидовал и кем восхищался. В каких героев поверишь в раннем детстве, в таких и будешь верить всю оставшуюся жизнь. У меня не было в юности духовного учителя уровня Аристотеля, как у Александра Македонского. Моим коллективным учителем оказалась поселковая библиотека.
Однажды я обнаружил там маленькую книжечку под названием «Коменданте Джоэль». Это была повесть о кубинском мальчике, который примкнул к партизанам в горах Сьерра-Маэстро. Так я узнал, что революции бывают не только 7 ноября в Петрограде в 1917 году. Революция – это прямо сейчас, но не среди бараков таежного поселка за Уралом, а на далеком острове, в горах за океаном. И революционеры – это не только старенький Владимир Ильич Ленин в пальто и кепке, но и молодые богатые парни в беретах с красивыми именами Фидель, Рауль, Эрнесто. А помогает им храбрый мальчуган по имени Джоэль. Поскольку я читал все книги подряд, на каждой полке поселковой библиотеки мне пришлось осилить 22 тома человеческой комедии Онора де Бальзака, исповедь Жан-Жака Руссо и лже Нерона Леона Фейхвангера, прежде чем я добрался до романа «Спартак» Рафаэла Джованьоли. Арена, бой, в руке меч, он один против 4. Сделал вид, что убегает, они помчались за ним, резко останавливается, удар, и вот уже их всего 3. Он каждый раз придумывает что-то неожиданное, он не боится, не мечется в страхе и панике, он сражается. За что? За жизнь, это мне было понятно. За то, чтобы вырваться из школы рабов-гладиаторов и стать свободным, тоже понятно. А когда он дошел со своей армией до предгорий Альп и мог вернуться на родину во Фракию, богатый, сильный и свободный, почему не покинул восставших, зачем остался их командиром и согласился пойти назад через всю Италию к Сицилии? Не понимал я чувства долга перед боевыми товарищами и законов воинской чести. Не понимал, что узы совести страшнее оков рабства. Не будет свободным тот, кто ради своей жизни предал идеалы братства. 1000 бывших рабов смотрели на Спартака с надеждой, что он поведет их в бой на Рим, и доблестный воитель не смог уйти, оставив их одних. Герой не тот, кто побеждает на арене, герой лишь тот, кто жертвует собой. В нашем поселковом кинотеатре я плакал, когда смотрел фильм «300 спартанцев», «Овод» и «Судьба человека». В третьем случае еще и потому, что сам рос без отца. Знаете, как я понял, что такое справедливость? Это когда в концлагере булку хлеба и кусок сала, что дали немцы советскому солдату, заключенные делят поровну на 100 частей, а сам солдат, голодный и полуживой, не взял себе ни крошки из подарка, когда один, шатаясь, шел к бараку. Он не погиб, как не погиб народ во время той войны и войн поменьше. Герои могут жертвовать собой, но чувство справедливости нельзя приносить в жертву. Зачем героя, если нет веры в справедливость? Зачем искусство, знания, наука и технический прогресс тем людям, среди которых нет героев? Где нет свободы духа и чувства, справедливости в душе, там нет надежды, там незачем мечтать и не с кем. Там ты умрешь раньше, чем родился. Летом 2019 года мой товарищ Евгений Лобанов прислал мне ссылку на статью про какого-то шамана. Мол, открой, почитай, что ты об этом думаешь. К просьбе товарища я не мог отнестись легкомысленно. Когда-то он притащил мне двуручную пилу, чтобы на митинге против коррупции наглядно демонстрировать, как пилят бюджет. Потом эта пила лежала на моем балконе целый год, ежедневно напоминая о необходимости продолжать бороться с жуликами и ворами. Автор статьи Андрей Затирко, опубликовано 4 июля. Привожу копию ее текста. Якутский шаман идет пешком в Москву изгонять Путина. Якутский шаман Александр Габышев уже 4 месяца идет вдоль дальневосточных трасс в сторону Москвы, откуда в 2021 году намерен изгнать Владимира Путина. Он считает президента России порождением темных сил, с которым под силу справиться только шаману. За почти 2000 километров пути Габышев пообщался с сотнями водителей. Видео с его проповедями набрали больше 1 миллиона просмотров. А в Чите местные оппозиционеры собираются провести для него встречу-митинг. Корреспондент издания «Сибирь Реалии» прошел с шаманом несколько километров и убедился в том, что российская глубинка готова поверить в любую мистику, лишь бы помогло. Александра я встретил на федеральной трассе Амур в 220 километрах от Читы, на подходе к деревне Новоберезовка Забайкальского края. Невысокий человек в спецовке тащил за собой тележку с самодельным государственным номером Якутия-14
на которой уместились все его пожитки. Сборная юрта, печка, одежда и провизия. Несмотря на алюминиевый каркас, груженная тележка, по словам путешественника, весит под 100 килограммов. Я из Якутска, мне 51 год. Есть высшее образование ИСТФАК Якутского госуниверситета, но по специальности не работал. Был сварщиком, дворником, рабочей профессии, представился Александр. Сопровождает его тезка Александр с Сахалина. Блондин с бородой, в походных солнцезащитных очках и с рюкзаком за спиной. Он совершает кругосветку автостопом, но встретив шамана, решил, что часть пути они пройдут вместе. Я верю в чудеса. Раз в 500 лет рождается человек, который способен изменить мир. Возможно, Александр и есть такой человек. Множество людей останавливаются, кто-то руку пожать, кто-то сфотографироваться, кто-то продуктами помочь. А когда я встретил Александра, у меня был хороший запас времени и интерес к этому человеку. Я решил посвятить ему 15-20 дней путешествия, пройти вместе до Читы. Может быть, кто-то сменит меня дальше за Читой, посмотрим. Сахалинец – противник публичности, в отличие от шамана, который постоянно общается с журналистами и блогерами. В Ютубе размещены уже десятки роликов с его участием, общее число просмотров которых перевалило за 1 000 000. Леха Кочегар, автор крупнейшего оппозиционного YouTube-канала в Чите, на который подписаны 28 000 человек, недавно уехал. Прошел с нами часть дневного пути, даже немного протащил тележку, наснимал материала и уехал. Он, кстати, уже согласовал в Чите с властями народное собрание, так Александр называет митинг, на 12 июля. Сейчас ищет место. Я приду, там буду говорить. Что? Пока секрет. Там узнаете. Вот всех призываю туда, кто останавливается. А останавливаются так часто, что скорость путешествия снижается до 2,5-3 км в час. Почти в 2 раза медленнее обычной пешей прогулки. 5 километров пути мы вместе преодолели за 1,5 часа. Почти половину этого времени Александр общался с поклонниками. Я насчитал 11 машин и 1 мотоцикл. Из тех же, кто проезжал мимо, каждый 3-4 водитель сигналил якуту в знак поддержки. Нам за день нужно проходить минимум 20 километров, чтобы уложиться в график. Но из-за пауз, мы так называем остановки на общение, это расстояние удается пройти только часов за 8. Сами видите, народная любовь, что здесь поделаешь, разводит руками шаман. Прохожие в основном фотографируются и снимают путника для соцсетей. Многие хотят помочь, кто-то едой, кто-то деньгами. При мне шаману передали около 2000 рублей. Упаковку печенья, чебурек, несколько бутылок воды, горсть конфет и фруктов. А житель Новоберезовки, увидев Александра с улицы своей деревни, сначала узнал, что нужно, а затем подвез овощей с зеленью. Я выходил из Якутска в марте с 3000 рублей в кармане. У нас была еще зима, 40 градусов мороза. Спал в зимней юрте. Народ сразу начал помогать, поддерживать, поэтому и прошел уже столько. Сначала от денег отказывался, но люди обижались, стал брать. Теперь вот в гостиницах останавливаюсь на них, когда по дороге попадаются. Если народ помогает, значит надо идти дальше. Большинство водителей поддерживают политические взгляды Александра, ругают Путина и правительство. Поводов для этого в Забайкальской глубинке полно. Раньше работал на водовозке, вон оттуда воду возил. Показывает в сторону небольшого бревенчатого здания на окраине Новоберезки. Сейчас работы не стало, деревня загибается. Уехал отсюда в Шерловую, моногород около крупного угольного разреза, в 250 километров южнее. Здесь родители живут, к ним в гости приехали. Сам вахтами вынужден работать, и в Шерловой уже работы почти не стало, сожалеет Иван, житель Новоберезки, тот, что привез овощи. Все-таки те богатства, которые выбираются из земли, хотя бы 50-70% должны оставаться на земле, в муниципальном бюджете. У нас в Газимуро-Заводском районе, в этом районе расположены крупнейшие месторождения золота в Забайкалье, работает Норильский никель. Должны быть уже золотые дороги. Золота много добывается, но ничего не остается, все уходит, рассказывает Андрей, житель села Газимурский завод. Среди тех, кто останавливался поговорить со странствующим шаманом, нашлись и сторонники президента России, настроенные, впрочем, вполне дружелюбно и к тому, кто собрался его изгонять. Я поддерживаю Александра и Путина тоже поддерживаю. Считаю, что из того состояния, в котором страна была, он все-таки ее немножко поднял. Мне нравится, что Александр не боится свое мнение высказывать. Это я поддерживаю. Сильный человек, молодец. У нас его уже ждут.
Пожал руку якуту водитель малолитражки с номерами Республики Бурятия. В пиковые паузы на трассе скапливалось до 5 машин одновременно. Одних паломников, как их называют габышев, сменяли другие. Сценарий один. Рукопожатие, фото, несколько теплых слов, порой небольшая помощь. По дороге шаман поведал о том, как он понимает цель своего похода. Демократия должна быть без страха. Сейчас люди боятся говорить. Боятся, что их уволят, зарплаты лишат. Просто у нас государственная сила беспредельная, демоническая. Народ в искусственную депрессию загнан. Естественную депрессию знахарь вылечит махом, а эту, искусственную, только колдовство. Колдун нагнал свою иллюзию страха, депрессию на всю страну, но белый колдун, такой, как я, сможет это наваждение развеять. Политик здесь бесполезен, только колдовство на колдовство. Путин также государственность пытается укрепить во всем мире, в Северной Корее, Сирии, а в европейских странах, в США, государственная власть уравновешена народовластием. Трамп в Америке пытается это нарушить, но пока не выходит. Равновесие должно быть между государственной властью и народом. И борьба за равновесие идет порой, да, кровавыми методами. Если тиранические государственные режимы не дают демократическим способом уравновесить их власть. И Путин будет защищать государственность, которую мы сейчас попробуем уравновесить народовластием, говорит шаман Александр. И как именно вы собираетесь уравновешивать государственность народовластием? На первом же несогласованном мероприятии вас задержат. Кто эти собрания будет проводить? В Чите же организовали народные собрания сами. И в других городах смогут. Сам народ это сделает. И это Чита, а Новосибирск вообще продвинутый город. Там такие политики найдутся. И еще не такие собрания проведут. Когда гармония будет с сильной государственной машиной, ужиться еще можно. Поэтому люди ко мне тянутся, к моим идеям народовластия. Потому что жестоко страдают от государственной машины, а там наверху не понимают. Мирно бы согласились уравнять народ с властью, хорошо бы жили, как в Европе. Да, государственность там есть, но она через суды регулируется, через выборы. А здесь нет, равновесие нарушено. Поэтому и появляется шаман-воин, чтобы восстановить гармонию. Я сейчас иду и благодаря современным технологиям всем о себе, своих идеях рассказываю. Мы ведем борьбу. Новый мир наступит, он уже идет моей поступью. Там старый показывает вперед, а там новый обернулся назад. Так я и иду, новый мир несу за собой. После этих перемен все страны захотят, как мы, жить. Чита – первый крупный город на пути Александра. На Читу шаман возглавляет особые надежды. Тем не менее, как именно он собирается действовать и на что рассчитывать, формулирует довольно расплывчато. Но мирный способ смены власти для него предпочтительнее какого-либо иного. Нам крови не надо. Все с Читы начнется. На народном собрании будут произнесены магические слова. Пламя вспыхнет в Чите. Здесь сердце России. Сейчас. И пойдет в Бурятию. Потом Иркутск вспыхнет, Красноярск, Новосибирск и так далее. Но зависит многое от самих читинцев. Вся Россия на них надеется. Если подведете, Россия уже не встанет. Я-то пойду, даже если не получится собрание. Буду идти дальше, как мотылек на пламя, пока не сгорю. Бог велит. При какой численности народное собрание будет успешным? Я не знаю, я не политтехнолог. Чем больше, тем лучше. Я настроен оптимистически. Если собрание пройдет хорошо, я стану сильнее и буду дальше идти еще увереннее. А в Москву приду с целой армией. И люди сами народные собрания устраивать будут. Если даже Путин не уйдет, то народ хотя бы этими собраниями сплотится. Новый мир в его понимании вполне согласуется с общепринятыми в большинстве крупных демократических стран идеями децентрализации власти и сильных муниципалитетов. Основа основ – местное самоуправление. Укреплять народ нужно через него. Мы же в 90-х к этому шли, суверенитет брали, не отделялись же от России. Но союзные республики из СССР отделились. Имеют право. Зачем силой держать? Кто отделяется? Пусть отделяется. Если Россия будет страной свободной, развивающейся, наоборот, к нам будут идти, союз искать. Чего бояться отделения? Давно уже 21 век на дворе. Никто уже не строит империи, как в 18 веке. Только наши маразматики. Куда кто денется? Останемся вместе, торговать будем, сотрудничать, любить друг друга. Сами будем на своей земле управляться. Когда дневной 20-километровый лимит движения был исчерпан, начали искать место для стоянки. Гравийную обочину, отсекающую трассу от зеленой лесополосы, выбрали местом привала из-за обилия камней. Ведь если края юрты с палатки не прижать к земле, то степной забайкальский ветер их утащит.